Самое большое значение придавали и придают по сей день в Осетии рождению ребенка. Каждая семья мечтала всегда иметь много здоровых детей. В семье лад, коль много детей растят, гласит народная пословица. Большую семью можно сравнить с большой сильной страной, состоящей из многих надежных и крепких регионов, каждый из которых всегда может рассчитывать на помощь других. В Осетии и сейчас в почете семьи, где воспитывается много детей. Быть матерью – это великое счастье. С каждым ребенком вот это счастье как-то вот набирает свою силу, свои прелести. И каждый ребенок по-своему приносит в жизнь матери свои какие-то вот новшества, какое-то свое счастье. Мама в ребенке уже видит все. Девочка наша, вот Алана, ну она как-то занята очень серьезно учебой, а другая девочка, она как-то совмещает и учебу, и еще общественную жизнь. Она у нас состоит в организации «Волонтеры Победы». То, что там столько молодых людей, и они прям стараются вот как-то охватить очень многое. Как-то вот это вот радует меня. И радует то, что вот много такой вот молодежи, которые вот сохраняют в себе вот этот патриотизм. Тема войны вот в нашей семье очень близка. У них деды наши, и с одной стороны, и с другой, они были участниками войны. То есть они прошагали вот этими тропами войны вот до Берлина и вернулись обратно. Приближая победу, уходили в вечность сыновья и дочери нашей страны, храбро воевавшие с врагом воины, партизаны, мужественные труженики тыла. Мы не имеем в своей памяти живых картин войны, но мы можем прочувствовать их в творениях человека, литературе, кинематографе, живописи, скульптуре. Мы знаем множество фамилий прославленных воинов страны. Среди этих фамилий очень много наших земляков-осетин, которые не вернулись с полей сражений целыми семьями. Печальная статистика. Сотни семей потеряли по 3 сына. По 4 сына потеряли 92 семьи. 36 семей не дождались 5 сыновей. Без 6 сыновей осталось 7 семей. И, наконец, 2 семьи потеряли по 7 сыновей каждая. Какое же огромное горе выпало на долю их матерей, пославших на защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны всех своих сыновей. Как находили они в себе силы жить, испытав самое страшное, что можно придумать для матери, когда ты не можешь защитить своих детей. Солдатские матери гордые, стойкие, детей потерявшие в страшном аду, солдатские матери счастья достойные, с суровой войны сыновей своих ждут. Слагали и слагают люди стихи, песни, прекрасные легенды, серьезные книги о великих женщинах-матерях. Мой рассказ сегодня о 3 великих матерях-осетинках – Тасога Сдановой, Хангуасе Калаговой и Варине Темировой. Их давно уже нет в живых, но подвиг женщины, матери, принесшей на алтарь победы жизни своих сыновей, неоценим. Я видел памятник в горах, 7 лебедей, какая стая, застыли в бронзе, и в слезах склонилась женщина, рыдая. Крылом к крылу стремятся в небо птицы, платком лицо закрыла в горе мать.
7 сыновей ушли с врагом сразиться, отчизну от фашистов защищать. Когда в начале прошлого века юная невеста Тасо Ваниева из селения Феогдон переступила порог дома Газдановых, на свадьбе в Зорикаве старший произнес молитву: «О Мадмайрам, сделай ее матерью 7 сыновей и 1 дочери. Пусть доведется ей увидеть 7 невест своих 7 сыновей и качать колыбели 7 внуков». И действительно, как пророчили старшие, Тасо подарила фамилии Газдановых 7 сыновей. 7 раз качала она Авдан, люльку, традиционную детскую кровать. Дети росли на радость родителям, трудолюбивые, здоровые, жизнерадостные. Когда сыновья подросли и начали помогать родителям в колхозе, на полевых работах, видя их загорелые и задорные лица, счастливее Тасо никого не было. Лапута амхужон шраштышты уман машаштау тбирраштаг наудиш афаз мардак. Амхужона юлдар юма. Мадами каухулф кашт куди кана чунзахшав кана куфт. Отами шафд иража шинта лапута тай яфаштаудышты. Ахамдишаджи амоджин сарткотой. Старший Магомед, один из первых комсомольцев села, и Хаджи Смел остались работать в родном колхозе. Махарбек, выпускник Северо-Осетинского педагогического института, работал учителем в школе. Зарахмет, окончив партшколу, был в довоенные годы председателем Зорикауского сельского совета. Сазырко окончил пищевой техникум и работал по специальности во Владикавказе. Шамиль Газданов служил в артиллерийском полку, был кадровым офицером, а младший Хасамбек только окончил школу. Но случилась беда. Началась война. Я хамраштагар сиди, ама Гитлерна пршта. Урашема ама лапута каразифа далрайде той саун хаштма. Фцага асдышты хиштер ама артикаг. Ма фдуди қаухисау ама уманырма нама вахтой саун хаштма уманма я арвыштой дербентма до призивникте ахурканма фасисов партшкола. Маштейта мейнштейра той отпуск фонсбоны, ама шединах и маштейва дазди хаштма. Авта каразифа штей вулда раздышты хаштма. В селе силами местных жителей в 70-х годах прошлого столетия в сельской школе был основан небольшой музей, где хранятся 7 черных черкесок-братьев и их фотографии. Эти деревья были посажены 7 березок, и мы ее назвали это аллея 7 братьев Газдановых. Инициатором создания музея был бывший директор этой школы Зоя Николаевна Тебиева. И с того времени собран музей большой краеведческий материал, который пополняется с каждым днем. Очень тесные связи были с 36-й городской школой. Они к нам приезжали и в дар привезли портрет, большой портрет учителей Зорикавской школы, которые работали, первые учителя Зорикавской школы. Там в том числе был и Махарбек Газданов. В школе проводится большая работа военно-патриотическая. Мои ребятки, которые члены музея, с большим интересом это все делают. И когда у нас бывают какие-либо мероприятия, то у нас есть большая лекторская группа, которая проводит экскурсии в музей и для начальной школы, и для остальной школы. Дети с нетерпением всегда ждут гостей. К 9 мая у нас часто приезжают городские школы, по Алагирскому району школы приезжают. Мы постоянно проводим экскурсии. Вот детям это нравится. 22 июня 1941 года мирную жизнь нашей страны нарушила война. Встала огромная страна на священную войну. Опустили дома и наших односельчан. 286 человек ушли на войну.
Они сражались с жестоким врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны. Каждое утро, говорят, Тасо выходила на дорогу, по которой уходили ее сыновья. Днем она смотрела на солнце, вечером на луну, разговаривала и с солнцем, и с луной, просила их: «Если вы обогреваете моих сыновей, помогите им вернуться домой». Она ждала вестей от сыновей, но письма в маленькое селение Дзуарикау приходили очень редко. Погиб под Москвой Махарбек, а Хасамбек, рядовой 14-й гвардии армии, пропал без вести 24 сентября 1941 года при обороне селения Тимошевка Украинской ССР, по другим данным, в Белоруссии. Дзар Ахмед пропал без вести в октябре-ноябре 1941, погиб в бою при Новороссийске, похоронен в городе Новороссийске. Война идет жестокая. Но если бы вы знали, какие люди воюют рядом со мной, они пройдут сквозь любой огонь и победят врага, пусть даже он будет в 10 раз сильнее, чем сейчас. Писал Дзар Ахмед из-под Новороссийска родителям и спрашивал в последнем своем письме, кто у него родился. Не выдержало сердце матери. После третьей похоронки Тасо не стало. Кури авдбону дартаком. Алкей номулдар. Фалайнусы ком дартар нихал бахушкотта. Маявта спорфцага мажи корон. Спорфцага мажи корон уже хушаней алшештадиш. Ама ежерда юйбарс раштудиш. Уй кутбафарашта уйбарстар. Уалла пышхаш. Уал жинзи уал хорзина адма анкалмакаш. Уал чунзма анкалмакаш мадваркаш эрбахиш заштужега мадам мавал рбахишан. Когда ты мудрые слова слышала, что Бог назначил маму на земле охраной для каждого своего ребенка. Я не знаю, конечно, это лично мои мысли, что так как мама 7 братьев Газдановых, проводив своих сыновей в эту ужасную войну, в 1941 году уже умерла, у них, наверное, не осталось на земле той охраны, которая бы их защитила. И поэтому ни один из них на свой родной порог не вернулся. Другие же мысли, я говорю, хорошо, что эта мама не дожила до того момента, когда услышать о том, что из 7 сыновей, из 7 очень хороших сыновей, ни один уже больше не вернулся. Магомед и Хаджи Смел погибли при обороне Севастополя. Шамиль служил в Красной армии с 1937 года. Награжден 2 орденами Красной Звезды – Отечественной войны 1 степени, Отечественной войны 2 степени. Гвардии лейтенант Газданов, командир батареи взвода пушек 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, убит в бою 23 ноября 1944 года на территории Латвийской ССР. Похоронен юго-восточнее села Никрац Латвийской ССР. По другим данным, был смертельно ранен у стен Берлина в канун Дня Победы. Сазырко погиб в боях за Киев. На хазарна немус край халтой. Вот мафыдыфы уже каума авдам похоронка курбаздиш. Вот дам айват тылбати хазарның көттөд. Мажуттан гыцыла якабыш мадам моя карсы шыварта. Мадам автокоттан қалда нерма хазар фи халди. Мавалым ма каулакты тигыл курбажылдышты. Авдам похоронка курхаштой. Вот там кавай ничуалком таурдам. Махурдам налбасылштам жега. Мадам курбажылдышты. Вот там и башта уже уйдернали уй. Мадам жм яфта якарсы якабышы яфта майдам. Кудбатти кайваттыл яфта афылдахти ежердашкуди. Rai
Это песня в честь отважных братьев. Такие песни у осетин слагали только о героях. Символом памяти героев Великой Отечественной войны, братьев Газдановых, стали также обелиск, танец, знаменитая баллада Гриша Плиева «Семь черкесок». В их честь названа улица в родном Дзорикаве. Амагудон рашшар улай, алау юлчышылын сад. Момсаринаг аф абулай, ажжад аф кидай шалад. В 1963 году в селе Дзорикау, недалеко от Владикавказа, был поставлен памятник, посвященный братьям Газдановым, скульптор Сергей Павлович Санакоев, изображающий скорбящую мать и 7 журавлей, которые улетают в небо. Постамент — скала, к ней приникла женщина, скорбно склонив голову. Кажется, даже на слезы у нее не осталось сил. Это Тасо, а над нею устремилась в небо вереница белых журавлей. Это ее сыновья. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Когда в 1959 году в Осетию впервые приехал в составе официальной делегации из Дагестана поэт аула и планеты Расул Гамзатов, он склонил голову перед памятью женщины, матери, перед памятью погибших сыновей. Позже, в одной из своих книг, он напишет с сыновьей любовью о Тасо Газдановой. В моем Дагестане почитаются имена женщин, совершивших подвиги во славу Родины. В этом святом ряду и имя Тасо Газдановой, осетинской матери, которая проводила на фронт 7 красавцев сыновей. Проводила, но не встретила. Ей прислали их боевые ордена. Я долго стоял у памятника, увиденного впервые, и все смотрел, как с высокой скалы в небо взлетают и никак не могут улететь 7 журавлей. Я преклоняюсь перед Тасо.